Тепло с новой станции ГРЭС поступит в дома жителей Якутска уже этой осенью. Об этом Юрию Трутневу доложили в ходе его рабочего визита на комплекс Якутской ГРЭС-2. Накануне здесь прошли испытания всех газотурбинных установок. Комплексные тепловые испытания будут проведены ориентировочно с 10 сентября. Здесь смонтировано самое технологичное оборудование передовое. Это и газовые турбины, и котлы-утилизаторы, и пиково-водогрельный котлы. Плюс здесь установлена система автоматизированного управления станцией, которая осуществляется с диспетчерской. То есть фактически все операции, все переключения можно делать с пульта или с центра управления. Одной из главных тем, поднятой полпредом президента на Дальнем Востоке, стал ход реализации инвестиционных проектов территории опережающего развития индустриальный парк Ангаласы. В рамках заседания Юрий Трутнев поставил задачу о привлечении новых проектов для развития малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день уже 30 заявленных резидентов, более 35 миллиардов заявленный объем инвестиций. Давайте сегодня вместе проанализируем, как идет работа. Другим немаловажным вопросом, по мнению Юрия Трутнева, является реализация федерального закона о дальневосточном гектаре. По его словам, на данный момент поступило около 100 тысяч заявок на освоение земли на Дальнем Востоке, и Якутия занимает практически 1/5 от этой цифры. Работа идет хорошо, вы помните, было очень много обсуждений, нужно это людям, не нужно это людям. Вот то, что сегодня Якутия на втором месте на Дальнем Востоке по количеству заявлений, говорит о том, что людям это нужно, что закон востребованный, что мы правильно сделали. Озвучил полпред и некоторые изменения в законе, среди которых увеличение территории, предоставляемой гражданам в пользование, и вопросы, касающиеся строительства инфраструктуры, таких как дороги и линии электропередач. Помимо прочего, Юрий Трутнев отметил сложную обстановку с лесными пожарами на территории Якутии. В частности, он поручил правительству Республики Саха взять под усиленный контроль систему мониторинга. Обнаружение очагов возгорания с помощью самолетов он счел малоэффективным, и поэтому в приоритет будет поставлен космический мониторинг. Евгений Заборовский, Максим Бурцев, Вести, Якутск.